Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Политика» с Георгием Яланжи. Сегодня я буду говорить с депутатом Народного собрания Гагаузии Григорием Узун. Григорий, здравствуйте. Добрый день. С прошлой нашей встречи прошло почти больше 3 месяцев. Тогда мы с вами обсуждали ситуацию, которая сложилась в вашем городе, и результаты парламентских выборов. Сегодня же я хотел бы заострить наше внимание на выборах Башкана Гагаузии. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что эти выборы не такие, как были раньше. Кто-то собирает подписи, потом регистрируется, потом снимает свою кандидатуру. Вообще складывается впечатление, что не все кандидаты хотят победить на этих выборах. Как вы думаете, почему мы в этом году на этих выборах не видим борьбу идей, соревнования какое-то между кандидатами? На что рассчитывают кандидаты в Башкана? На самом деле, да, эта кампания действительно отличается от всех предыдущих. Почему? Потому что кандидаты, вы правильно заметили, многие регистрируются, потом выступают с какими-то заявлениями о том, что снимаются с предвыборной гонки, вроде собрали все подписи, готовы были их передать в ЦИК, но потом заявляют о том, что они не будут регистрироваться. И я думаю, что это связано с тем, что настолько очевидно, что здесь есть один фаворит в этой гонке, да, это действующий глава Гагаузии, это Ирина Федоровна Влах, что победа будет безоговорочной, поэтому люди, это понимая, заявляют о себе, а потом тихонечко сдают назад. Вот и все. То есть тут все уже ясно, что победит один фаворит, один кандидат. И оппонентов на сегодняшний день, достойных, которые смогут действительно с ней состязаться в этой предвыборной кампании, их просто нет, потому что она показала за последние 4 года, у нее есть очень серьезные результаты, и народ ее просто-напросто поддерживает. Есть мнение относительно того, что все вот эти истории со снятиями кандидатур, то есть четко продуманный план. Вы как думаете, это где-то срежиссированная ситуация, или же это спонтанно как-то происходит? Слушайте, я не знаю, кто там что режиссирует, есть национальный лидер, который собирают свою группу Девлет и так далее, они что-то объявляют о каких-то бойкотах и так далее. В то же время они регистрируют своего кандидата, насколько я понимаю, да, Дмитрий Манол, по-моему, да, зарегистрирован. То есть непонятно, какую они игру ведут, да и я думаю, на это даже внимание обращать особо не надо, В 2015 году на выборах Башкана свои силы попробовал кандидат из Вулканежского района Сергей Чернев. Правда, по-моему, потом он тоже снялся. На этих выборах мы не видим кандидата из Вулканежского района, хотя у вас в городе есть 2 политика, которые заявляют о себе, что они являются хорошими политиками, являются частью власти, действующей в Республике Молдова. Это, конечно же, экс-депутат парламента Корнел Дудник и депутат Народного собрания Чернев Сергей Афанасьевич. Как вы думаете, почему бы им не попробовать свои силы на этих выборах? Почему бы им не пойти на выборы, попробовать баллотироваться и сказать, действительно, меня какая-то часть населения поддерживает? Во-первых, время регистрации, по-моему, уже закончилось, это первое. А во-вторых, эти товарищи пробовали себя, наверное, да, вы заметили, что Чернев себя пробовал когда-то в качестве кандидата, да, набрал, по-моему, 500 голосов, что-то в районе того, всего лишь. А господин экс-депутат наш, что вам сказать, если его даже не включили сегодня в списке той партии, от которой он был депутатом 3 года в парламенте Республики Молдова, это, наверное, о чем-то говорит все-таки. Затем я знаю, что они хотели срежиссировать, так в прошлом году еще, выборы в Народное собрание по округу номер 10, и кандидатом вроде бы должен был быть господин Дудник тогда, но по всем опросам показали, что рейтинг его в городе настолько низок, что его даже не допустили к выборам в Народное собрание. О каких башканских выборах можно говорить? То есть они абсолютно непопулярны в народе, и я думаю, что поэтому они наконец-то, наверное, поняли, что нет смысла просто даже баллотироваться, регистрироваться, потому что, я думаю, даже они бы подписи не собрали. Господин Дудник до 30 апреля, по-моему, намекал на то, что он думает над тем, чтобы баллотироваться. Значит, он все-таки, наверное, консультировался со своими товарищами. Как вы думаете, может быть он... Слушайте, мне не интересен данный персонаж. И этот его фарс и блеф, который был до этого, да это просто блеф, да и все. За ним нет ни авторитета, ни силы, ни позиции какой-то. Нет, он в народе просто не поддерживается. Вот и все. Не о чем просто говорить. В обществе активно продвигается идея о бойкоте предстоящих выборов Башкана. Скажите, пожалуйста, представители организации Девлет на парламентских выборах, какое количество голосов набрали в вашем округе? И возможно ли с таким уровнем поддержки
населения бойкотировать выборы. Это состоится, на ваш взгляд? Слушайте, ну, активно продвигается идея бойкота. Я, честно говоря, с вами не соглашусь, наверное, по этому поводу. Все-таки она продвигается, но не активно. Начнем с того, что сторонники Девлет, как вы говорите, да, которые, я не помню, сколько они набрали, но я помню, что кандидат от партии социалистов набрал в районе 80%, а все остальное поделили еще 2 кандидата. То есть количество, ну пусть 10% будет, да, скажем, в среднем. 10% набрало Девлет. Сторонники от Девлет, да, которые были. Идея бойкота в Вулканическом районе, да, она слышна, потому что телевидение сегодня захвачено. ГРТ, мы об этом не раз говорили, что полностью в ручном режиме управляется господином Дудоглу там и прочими. И целыми днями у нас показывают и по радио, и по телевидению постоянно то съезд Девлет, то передачи постоянно с представителями данной организации, которые, сейчас сказать, уже изрядно поднадоели населению, и население жалуется. Действительно, что это такое, целыми днями только их и показывают. Мы бы хотели увидеть что-нибудь и другое, как бы, да, других политиков, там, другие передачи какие-то, более интересные. И люди говорят, что мы вообще, когда уже их видим, просто выключаем телевизор. То есть довели до этого. Ну, сейчас уже новый проект появился, Гагаузско-болгарская партия. Уже это показывают. по телевизору. Слушайте, Гагаузско-болгарская партия. Сначала это была, значит, новая Гагаузия. Не увенчалась успехом, провал. Потом, значит, это плавно новая Гагаузия переросла в национальное какое-то якобы движение Девлет. Теперь Девлет показал, что на выборах в парламент полный провал. Они заявляют, что 30 тысяч сторонников у них есть. И в то же время набирает кандидат от Девлет в Камрате 8 тысяч, а Вулканешна Чедерлунга даже там не знаю сколько. Очень мало, то есть. О каком движении можно говорить? Это же полный провал. И когда еще смотришь вот отрывки там, ну, постоянно я в интернете смотрю, мониторю ситуацию, там отрывок недавно смотрел, какой-то представитель от данной организации Девлет там выступает на сцене у них на съезде и говорит, что оказывается он прозрел, что не все люди, даже те, которые не находятся, может быть, в зале, они, оказывается, не все за них голосуют. Слушай, ну, прямо Аристотель, мыслитель великий, прозревший. Это же очевидные вещи, что те люди, которые сегодня вы раздаете им вот эти мандаты, да, там, этой организации, они за них не голосуют, это же очевидно. И выборы это показали. То есть этот проект не увенчался успехом. Теперь эти же лица заявляют о том, что они создадут уже гагаузско-болгарскую. В Гагаузии вот они все уже решили все вопросы решили, завоевали доверие граждан. Теперь они расширяют сферу своего влияния еще и на Тараклию. Они еще хотят, чтобы болгары с них посмеялись. Им с Гагаузии мало, теперь еще хотят, чтобы наши соседи, наши друзья болгары с них тоже посмеялись. Ну, просто смешно уже на самом деле. Я не знаю, что ими руководит, как бы, куда они и зачем идут. Просто непонятно. Все-таки насчет бойкота. Что вы думаете, в Вулканешском районе, как люди поступят? Проявят активность на выборах? Слушайте, ну вот смотрите, вы назвали 2 политических деятелей нашего города, да, господина Дудника и Чернева. Но у нас есть еще один. То ли он сторонник, то ли член Девлет. Это наш мэр, господин Петриоглу. Ну, по крайней мере, я видел, когда еще Девлет там зарождался, некие фотоотчеты они выставляли в интернет. И я видел в интернете, что на этих фотографиях присутствует и господин Петриоглу на этих съездах или встречах, как их назвать, не знаю. Вот. Он активно, пока нигде это устно, вслух не говорит о бойкоте, но я считаю, что он полностью поддерживает этих бойкотчиков. И поддерживает он не словами, а даже своими действиями. Вы знаете, что по закону списки избирателей формируются у нас примариями в Гагаузии. И господин Петриоглу подал список в количестве 13 800 с чем-то там человек, да? Якобы в Вулканешском районе проживает столько голосующих избирателей. С правом голоса. С правом людей, да, с правом голоса. Ну, значит, я участвовал в последних 4 кампаниях. Это в своей кампании, когда я избирался депутатом. Затем, до этого мы были в президентской кампании. После этого выбирали депутата Народного собрания от округа номер 10.
И вот последняя кампания, это парламентская, да, 3 месяца назад буквально она была. И по последней практике и опыту показывает, что явка на выборах в городе Вулканеште составляет в районе 6500-6800 тысяч человек. У нас выходит реально голосовать на выборы. То есть это говорит о том, что подав список почти 14 тысяч, примар явно подыгрывает бойкотчикам, понимая, что подав раздутый список, у нас столько людей в городе не проживает, а на момент 30 июня возможно еще отпускной период и так далее, то есть и того может быть меньше. И уже явно мы понимаем, что нам преодолеть барьер в 51% в этих условиях будет очень сложно. Конечно, мы оптимистично в любом случае настроены, но когда правила задаются совершенно неверные, неправильные, то сложно играть в эту игру. Но я думаю, что у бойкотчиков в целом шансов нет, потому что сторонников у них на самом деле очень мало. Да и вообще сама идея бойкота, она просто неуместна. 3 миллиона лей тратится на башканские выборы, на проведение башканских выборов. Вот представьте ситуацию, если их план увенчается успехом, не дай бог, выборы будут провалены, то надо будет назначать через 2 недели снова выборы. Это еще 3 миллиона лей. А не проще ли нам 3 миллиона потратить, например, ремонт поликлиники города Вулканеш, например, или какого-нибудь детского сада, который сегодня в ужасном состоянии, материально-техническом я имею в виду. То есть я считаю, что эти деньги лучше потратить на какой-то благой, хороший проект, нежели просто постоянно выходить на выборы и тем самым людей тревожить. Абсолютно неправильный подход. Меня, допустим, волнует не столько финансовые расходы на выборы, сколько вот политический статус Гагаузии. Получается, что вот у меня в программе был в гостях Иван Георгиевич Бургуджи, он заявил, что попытка бойкотировать выборы – это попытка ликвидации самого статуса Гагаузии. Получается, если мы сами не выбираем своего башкана, то завтра придут с Кишинева, нам его назначат. Слушайте, вот в этом опасность. Я согласен с ним, потому что, во-первых, мы сами не уважаем собственный статус. Они сегодня заявляют, что вот полномочия и так далее, сидели, значит, в парламенте 3 года, все полномочия продали, и сегодня они заявляют, что якобы вот и... Ну вот же, вот сейчас, институт башканства. Это главный институт в Гагаузии. Это башканство и народное собрание. Осталось 2 института. И теперь у нас попытка уничтожения института башканства. Это же только на руку центру, действующие власти. Они сидят со стороны, поджучивают их, а гагаузы друг друга уничтожайте. Без нашего вмешательства, очевидного вмешательства. Это на самом деле очень выгодная позиция для центра. А мы, гагаузы, должны все-таки подумать над тем, что амбиции вообще-то надо отбросить в сторону и понимать, что если ты сегодня не популярен в народе, ну отойди в сторону, не мешай другим. Если сегодня народ идет за Ириной Влах, значит не мешайте. 4 года еще будут управлять госпожа Влах. Потом, пожалуйста, остынете, можете снова баллотироваться. Но надо же нести ответственность за то, что вы сегодня покушаетесь на институт башканства. Ликвидировав институт башканства, мы можем вообще в целом автономию потерять, по сути. Григорий, я думаю, что вы ознакомились с предвыборной программой кандидата в башканы Ирины Федоровны Влах. В этот документ вошел пункт о строительстве электростанции в городе Вулканеште. Вы человек, который имеет техническое образование, который является производственником. Скажите, насколько это обосновано экономически, с экономической стороны? И в чем преимущество для этого проекта представляет именно город Вулканеште? Ну, я, конечно, у меня есть техническая специальность, но... Тоже связано с энергией. Она связана с энергией, немножко с углеводородным сырьем, скажем так. А здесь немножко другой вид, но в целом. Да, я консультировался с Владимиром Петровичем Чебаном по этому поводу, что это за проект, что там планируется. На самом деле это очень интересный проект. И я надеюсь, что он увенчается успехом к 2021 году, как вот заявлено в программе кандидата нашего. Что это дает, вот так, по-простому, да, и коротко. Значит, что это, возможно, даст конкретно нашему городу? Подстанция Четырица находится вблизи нашего города, которая сегодня существует. Возле нее, на этой базе, планируется постройка нового завода на углеводородном сырье, то есть на газу будет вырабатываться электричество.
Также вокруг него, возможно, будет инвестировать, инвесторам будет благоприятный климат для того, чтобы инвестировать в солнечные батареи, так сказать, чтобы тоже производить электроэнергию. Будет построен этот завод back-to-back, который называется, то есть мы сможем получать электроэнергию и из Румынии, и из молдавской ГРЭС, то есть и уже мы сможем конкурировать, так сказать, можем торговаться по цене и так далее. Но самое главное еще преимущество в чем этого завода, во-первых, это энергетическая безопасность, не только Вулканежского района, а там будет в целом Республики Молдова, потому что очень удобное географическое положение этой подстанции 400. Ну и еще огромный экономический эффект возможен, потому что при реализации данного проекта будет вырабатываться при производстве электроэнергии очень много тепла. И это тепло, естественно, надо куда-то в нужном русле девать, ну, куда-то его использовать, так сказать. Это уже сразу говорит о том, что вокруг этого завода можно будет на близлежащих полях серьезно инвестировать в тепличное хозяйство, построить огромные тепличные хозяйства, но тепла будет настолько много, что даже те тепличные хозяйства, которые, возможно, будут там построить, они не потребят все то тепло, всю ту энергию, и рядом будет необходимость, естественно, еще построить и холодильные камеры огромные, потому что тепло можно переработать в холод и тем самым с пользой его использовать. То есть, да, можно построить консервный завод, можно построить холодильники и можно построить тепличные хозяйства. Учитывая еще близость свободной экономической зоны рядом, опять же, с этой подстанцией, я думаю, что потенциал и для инвесторов, и для нас в целом просто огромный. А для нашего города это что? Это Налоги, огромное количество рабочих мест. И во-вторых, это налоги, да, то есть мы сможем бюджет города реально увеличить и трудоустроить наших людей. То есть это шикарный проект, и я надеюсь, что он увенчается успехом. Вы тот человек, который часть своей жизни прожил в Российской Федерации. Несмотря на это, вы добились там определенного успеха, учились там, работали, но приняли решение вернуться на свою родину, в Гагаузию. Наверняка у вас есть друзья, родственники в России, наши гагаузы. Вот как вам кажется, люди уже привыкли там жить, там работать, семьи туда забирать, или все же где-то в душе они хотят вернуться в Гагаузию? Ну, да, я прожил на Ямале очень много лет. Там, в том городе, где я жил, на самом деле проживает около 50 семей гагаузов только из Вулканешт. Я со всеми знаком, всех знаю, общаемся. Но вот из этих 50 семей, которые там прожили по 20-30 лет, уехали молодыми и теперь уже на пенсии, вы знаете, что они, да, некоторые раздумывают над тем, чтобы вернуться в среднюю полосу России, потому что прожили на крайнем севере много лет, а многие из них возвращаются домой. И вот в программе нашего кандидата хотел бы подметить этот пункт, что наконец-то первый башкан, который об этом вообще подумал, о возврате соотечественников на родную землю, как раз является как бы дополнительным стимулом, что ли, да, дополнительной помощью. Может быть, 40 тысяч лей заявленные, эта сумма не та, которая бы хватила бы для того, чтобы стимулировать наших жителей, но самое главное, чтобы было положено начало. Эту сумму можно потом и увеличить, посмотреть, если у нас бюджет увеличивается, да, доходы увеличиваются, то мы можем в любой момент эту сумму еще больше увеличить, чтобы стимул был еще больше. Но я думаю, что вот тех людей, даже которых я знаю, которые возвращаются сегодня, вот, например, где-то за последние 2 года, 3, вернулось около 10 семей. Примерно, да, в город Вулканешты. Это те люди, которые по 20-30 лет прожили в России, вышли там на пенсию, получили свою северную пенсию, и теперь приехали благополучно домой и живут, будучи пенсионерами, но получают пенсию из Российской Федерации, а живут у нас здесь в Вулканештах. И вот эти 40 тысяч, которые сейчас у нас предложены, да, в программе нашего кандидата, я думаю, что это будет еще больше дополнительным стимулом, чтобы приехать. И это будет как бы маленьким сюрпризом, вернувшись домой, что вот о тебе подумали, да, местные власти, и первую помощь там какую-то, да, там для начала. Я изучал концепцию этого проекта, и там указано, что не только 40 тысяч лей предполагается выплачивать, но еще и предоставлять земельные участки под строительство и ряд других преференций, связанных с получением там грантов безвозмездных на создание своего бизнеса.
То есть, если я правильно понял вашу позицию, 40 тысяч лей может быть не так много, но Да. сам процесс, сама проблема начала решаться как-то, хотя бы они заговорили первый раз Вот за это и 20 есть лет. самое главное, Георгий, то, что политики уже об этом, наш кандидат об этом заявил. Это говорит о том, что последние 25 лет гагаузы только выезжали из Гагаузии, а вот в последнее время о гагаузах руководство стало заботиться. И первый шаг вот в предвыборной программе нашего кандидата, я считаю, что сделан. Дальше, возможно, мы эту сумму, естественно, увеличим. Где-то кому-то, вот, как вы говорите, да, участки выдадим. Как правило, люди все равно возвращаются, у них дома здесь есть. Люди все равно не уезжают с концами. В любом случае, они раз в год, раз в 2 года, они возвращаются домой в отпуск, навестить своих родственников, родителей там, и так далее. То есть гагаузы, они не сжигают мосты, то есть со своей малой родиной. Они уехали, но они в любой момент могут приехать, и они приезжают. В отпускной Еще и дома период. ремонтируют свои, создают себе условия для того, Они, чтобы да, всё они было ремонтируют, то хорошо. есть они возвращаются как бы на готовую базу. Гагаузы трудолюбимый народ, у нас вечные стройки постоянно, да, как не сезон, у всех ремонт. Поэтому, я же говорю, это прекрасный стимул, начало того, чтобы возвращать наших соотечественников домой. Я думаю, что эта программа увенчается успехом, а если мы еще и увеличим сумму выплат и так далее, то это будет еще большим стимулом, а еще и создадим благоприятные условия для того, чтобы здесь создавать и свои предприятия, и бизнес, и рабочие места. То есть я думаю, что это будет просто интересно. Мы уже затронули тему, связанную с общественным телевидением Гагаузии, но на днях произошел, на мой взгляд, беспрецедентный факт, то, что кандидату в Башканы Гагаузии отказали в предоставлении эфирного времени на общественном телевидении Гагаузии. Несмотря на то, что до этого был заключен соответствующий контракт, телевидение сдало в Центральную избирательную комиссию свою издательскую политику, которая обязывает предоставлять каждому кандидату эфирное время, причем на платной основе, не бесплатно. Ну и вот за 2 часа до эфира кандидату в Башкану сообщают, что вот программы не будет в тот день и последующие дни тоже. Как вы оцениваете это? Слушайте, ну вот я же вам говорю, вот то руководство ГРТ, которое сегодня есть. Это сторонники Девлета и их руководство. Они уже настолько опустились, что они уже не пускают кандидатов в Башканы. Я сегодня даже прочитал, что и Чимпаеша тоже не пустили на телевидении. Они уже не пускают кандидатов в Башканы, то есть они уже опустились до такого уровня, что даже уже человеку не дают просто выйти и озвучить свою предвыборную платформу, там, да, и чтобы его наши жители могли бы увидеть, выслушать кандидата в Башканы. То есть они блокируют полностью выступление кандидатов, считаю, что это очень низко, подло и не по-мужски. Они должны хотя бы понимать, что они мужчины, и факт джентльменства по отношению к даме мог бы и присутствовать. Так низко и подло себя вести, это просто не по-мужски, я считаю. Недавно я читал в социальных сетях, что офис партии социалистов в городе Вулканеште приравняли к промышленному объекту в части оплаты услуг за вывоз мусора. Что это такое было? Что Слушайте, за ну история? это такой же вот мелкий шкодник наш примар, который вот таким же образом, как заблокировали сейчас телевидение, да? Вот это же просто пакость. Вот то же самое, офис партии социалистов, это там комнатка, небольшое здание в 30 квадратных метров. И принесли квитанцию об оплате, как будто у нас там, я не знаю, металлургический завод. Какая сумма там? Слушайте, я не помню, я даже не разбираюсь в этих деталях, потому что, ну, примар уже не знает, как насолить социалистам, и вот такие отправляет своих сторонников, чтобы приносили какие-то квитанции непонятные, приравняв нас к экономическим агентам. Это всего лишь районная ячейка партии социалистов. Мусора мы там много не вырабатываем, понимаете? Ну просто вот смешно. Еще один вопрос городской, который я хотел бы с вами затронуть, это функционирование детских садов в летний период. Я читал, что одновременно в Вулканештах планируется закрыть все детские сады на вот эти месяцы летние. Это правда? Слушайте, да, действительно у нас эта проблема есть. Наши горожане к нам обращаются. Мало того, что я знаю, что собираются в инициативные группы, ходят в примарию, чтобы уточнить, как это так, почему. К нам в офис партии поступает очень много жалоб по этому поводу. Я действительно этой проблемой заинтересовался. После многочисленных обращений, значит, встретился с господином Чебаном, исполняющим обязанности Башкана, и спросил: слушай, вот примар объявляет, что якобы на национальном уровне молдавском, да, то есть министерство
призывает все детские сады там в связи с финансовым кризисом, что ли, да, или как они там интерпретируют, якобы закрыть, на нас это тоже влияет. На что я получил четкий ответ с таблицей полностью экономического отдела исполкома, мне дали всю таблицу о доходной части бюджета города Вулканешты, где выяснилось, что на текущий момент доходная часть идет с опережением на 460, там 480 тысяч, то есть в плюс. Деньги все на содержание детских садов у нас заложены на 12 месяцев. Деньги есть и в примарии, и в бюджете, то есть запланированы. Еще есть у них дополнительные средства. И интерпретирует примар тем, что якобы из министерства, он просто людей вводит в заблуждение. У нас есть финансовая автономия, у нас есть свои министерства, то есть управление в исполкоме, и подчиняемся мы им. Значит, если управление говорит о том, что в бюджете все это заложено и деньги есть, то тогда я не могу понять, зачем тогда примар закрывает детские сады. А потом мы поняли, для чего он это делает. Закрыв все детские сады на 1,5 месяца, он экономит определенную сумму денежных средств, бюджетных. Может 1 миллион, может 1,5. Точную сумму сказать не могу. Но сумма немалая. Понимая, что в любом случае мандат примаров вот сейчас истекает там, 14 или 15 июня, насколько я знаю. И в любом случае скоро будут примарские выборы. Я думаю, что он просто экономит деньги, чтобы потом этот ресурс использовать в городе, там, отремонтировать какую-нибудь улицу, я не знаю, там, да, какое-нибудь там учреждение или еще что-то сделать. То есть замазать, так сказать, глаза избирателям за те деньги, которые предназначены нашим детям, и тем самым построить себе на этом пиар-компанию. Хотя на самом деле, еще раз вам говорю, уважаемые телезрители, что деньги на содержание детских садов есть. Ну, в других населенных пунктах стоит отметить, что тоже закрываются детские сады, но как-то поочередно это происходит. Допустим, вот в Чадарлунге тоже приняли решение закрыть детские сады, но, допустим, на 1 месяц оставляют один детский сад функционировать, на 2-й месяц другой, и вот так чередуются. То есть Слушайте, резервный детский сад всегда должен быть. детские сады могут закрываться на плановый ремонт. У нас же нигде не заявлено, что у нас в 6 детских садах города сразу планируется провести капитальный ремонт. Какая цель закрытия? Вопрос. Ремонт никто не планирует делать, зачем их закрывать? Мотив какой? Якобы сказало министерство из Кишинева нам закрыть, а мы подчиняемся управлению гагаузскому. Причем, да, в Молдавии пусть закрывают, да, в стране. А у нас есть автономия. У нас деньги есть. У нас в автономии есть деньги. Мы готовы содержать наши детские сады. Я бы понял господина Петрёгла, если бы он закрыл все детские Вопрос сады. о полномочиях, Григорий Владимирович. На каких полномочиях? Ну вот вы говорите, мы подчиняемся управлению образования, а примар, получается, то есть разнарядку берет из Кишинева, закрывает детские сады. Тоже полномочия. Да примар просто-напросто нарушает местное законодательство, да и все. Он должен подчиняться законам автономии в первую очередь. Потому что у нас есть автономно-территориальное образование Гагаузия, Гагаузьере. И у нас есть свой парламент, у нас есть свой башкан, свои законы и своя бюджетная сфера. В нашем бюджете деньги на содержание детских садов запланированы в 2019 году на 12 месяцев. Мы готовы полностью все детские сады содержать. В других населенных пунктах, если детские сады закрываются, то они закрываются. Например, в Чадрлунге один сад закроют, другой будет функционировать. Но его закроют на плановый ремонт, чтобы провести некий косметический либо капитальный ремонт данного детского учреждения. А у нас все сады разом хотят закрыть. А подождите, а люди, которые работают? А кто будет с детьми сидеть? 1,5 месяца, это не неделя, не 10 дней. 1,5 месяца, это огромный период времени. Естественно, весь в город в панике. Как так? Могли бы оставить там несколько детских, если есть плановый ремонт. Но о плановых, серьезных каких-то ремонтах ничего не заявлено, вы понимаете? Я считаю, что он просто хочет сэкономить на детях, чтобы использовать потом пиар для своей собственной кампании, потому что он заявил, что он будет выдвигаться снова на мэра. Вот и все. Я понял вашу позицию по этому вопросу. Ваш прогноз на ближайшие 2-3 недели до конца избирательной кампании. Что нам всем стоит ожидать? Да что нам стоит ожидать? Мы ничего не боимся, никого не боимся. Мы идем с гордо поднятой головой. Да, я являюсь
член команды Ирины Влах. Я ее активно представляю в Вулканежском районе. И хочу обратиться ко всем телезрителям, чтобы не слушали все эти байки про бойкот там и так далее, а послушали свое собственное сердце. И если мы сегодня хотим, чтобы в Гагаузии была стабильность, чтобы в Гагаузии также шло развитие, как последние 3-4 года, вот это развитие началось, дальше темпы роста развития будут еще большими, потому что программа очень амбициозная у нашего кандидата, очень мощные посылы есть. И я думаю, что наши жители просто должны прислушаться к собственному сердцу, совести, выйти на выборы для того, чтобы сохранить стабильность в нашей автономии, для того, чтобы получить развитие в каждом населенном пункте нашей автономии. Это касается всех населенных пунктов. Сегодня нам не стыдно приехать в любой населенный пункт Гагаузии, потому что при Башкане Ирине Влах каждому населенному пункту было уделено внимание. Мы недавно были 1 июня в селе Чешмекёй. Там открывали Дом культуры. 7 миллионов лей. 7 миллионов лей было выделено селу Чешмекёй с участием программы САРТ и контрибуции исполкома. 7 миллионов освоили в селе Чешмекёй. Самая дальняя наша точка. Вы понимаете, огромная сумма, прекрасно отремонтированный ДК. Для села это просто огромный успех. 25 лет вообще ничего не делали. А тут вот за последние 3 года, пожалуйста, серьезное вливание, новый детский сад, новый дом культуры в селе Чешмекёй. В Этулии, например. Вот сейчас там обещают закончить работы до середины июля, что ли. Все село полностью будет оснащено питьевой водой. В каждом доме будет питьевая вода. В селе Этулия. Отремонтирован прекрасно детский сад. Единственный детский сад, но прекрасно отремонтирован. Может конкурировать со всеми детскими садами. Он намного в лучшем состоянии, чем все детские сады города Вулканеж, скажем так. То есть это говорит о том, что с нашим кандидатом, с программой нашего кандидата мы заходим смело в любой населенный пункт. Мы не стесняемся встречаться с людьми. Нас очень тепло и приветливо встречают люди. И победа будет за нами. Мы в этом даже не сомневаемся. Спасибо, Григорий Владимирович, за интервью. А зрителям программы я хотел бы сказать спасибо за внимание. Следите за новыми выпусками на моем канале в YouTube, ставьте лайки и пишите комментарии. Всего доброго.